Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В Сосногорском районе продолжается обсуждение проектов по народному бюджету, реализация которых предполагается в 2025 году. В начале этой недели на собрании рассмотрели предложения по направлениям благоустройства, дорожная деятельность, доступная среда и другие. Как прошли собрания, расскажет Мария Лидовских. На обсуждение было предложено около 10 проектов. Большинство из них были представлены управлением ЖКХ. Один из таковых – замена освещения в городе на более современное. Установленные на большинстве улиц фонари уже устарели и недостаточно яркие. Как вы знаете, отсутствие должного освещения негативно сказывается на обзоре водителей и видимости пешеходов в темное время суток и повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия. Цель данного проекта – это улучшение качества жизни населения города, повышение безопасности дорожного движения, улучшение уличного освещения вдоль автомобильных дорог и улучшение эстетического восприятия города. В случае одобрения проекта средств хватит на модернизацию освещения по двум самым протяженным улицам города – Вокзальная и Лесная. Также на обсуждение вынесли вопрос об устройстве мест памяти в целях воспитания чувства патриотизма и чувства гордости за подвиги нашего народа. Цель данного проекта – это установка памятных стендов. Это участникам специальной военной операции, это чеченский вооруженный конфликт, это общий стенд, День ветеранов боевых действий у нас 1 июля. По улице Советская в Сосногорске, за территорией Сквера Победы, на территории будущей аллеи Славы, которая у нас будет благоустраиваться, начнется благоустраиваться в 2024 году, первый этап. Помимо этого, управлением ЖКХ были предложены проекты по установке современных автобусных остановок, ликвидации ветхого жилья, ремонту лестничных пролетов, уличных тротуаров и обустройству наружного освещения в разных частях города. Жителями было предложено благоустроить пустырь за торговым центром «5 звезд» недалеко от конечной остановки и сделать его местом для спокойного отдыха горожан. А вот Сосногорская центральная больница затронула вопрос, который стал проблемным с недавних пор – отсутствие парковки у здравницы. 27 февраля решением арбитражного суда Республики Коми были удовлетворены исковые требования публичного акционерного общества Т+, к управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Сосногорск об обязании осуществить вынос автомобильной стоянки, расположенной по адресу Загородная 1, это район Сосногорской ЦРБ, за пределы охранной зоны квартальной подземной тепловой сети диаметром 325 мм. Руководство больницы обеспокоено тем, что сейчас высадка пассажиров в указанном участке крайне небезопасна. Особенно тяжело приходится людям с ограниченными возможностями здоровья. Проблему можно решить с помощью народного бюджета. Мы предлагаем организовать автомобильную парковку напротив взрослой поликлиники. Соответственно, здесь это будет безопасно для пациентов, для детей и довольно просто будет добраться до поликлиники, до больницы. Все проекты были поддержаны единогласно. Мария Лидовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В продолжении темы вчера в администрации муниципалитета были вынесены на голосование народные проекты по направлению малое и среднее предпринимательство. После собрания сосногорские бизнесмены встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александром Рассохиным. Подробности далее. В начале обсуждения народных проектов по направлению малое и среднее предпринимательство к собравшимся обратился глава района Ильдар Махмутов. Он рассказал, что за прошедший 2023 год местным бизнесменам была выделена субсидия из муниципального бюджета на общую сумму более 3 миллионов рублей, а также отметил эффективность участия в федеральных проектах. В прошлом году в результате активного участия нашего района во всех этих проектах мы привлекли 145 миллионов в район на этот год. То есть различные там виды бюджеты, народный бюджет, федеральные бюджеты российские там, и прочее. Вот. Поэтому в настоящее время это важный источник такой, который, благодаря чему мы можем улучшить жизнь в районе.
Елена Ведерникова представила на суд присутствующих проект по приобретению нового оборудования и фургона для Нижнеудовской хлебопекарни. В народном бюджете предприятие участвует не первый раз. Благодаря этому в пекарне уже появились современная печь, расстоечный шкаф и автотранспорт. Зоя Зверева – представитель компании-производителя полуфабрикатов «Сосногорье», которые поставляются в 6 муниципалитетов Коми. Ассортимент более 40 позиций. Она выступила с проектом по приобретению нового аппарата для производства пельменей, который позволит увеличить объемы производства более чем в 2 раза. Есть социальная программа, есть экономические какие-то выгоды. А я считаю, что в нашем случае это выгода здоровья, потому что мы твердо держимся на том, что это здоровая должна еда, это хорошее сырье, и в придачу ко всему в сырье мы добавляем только лук, чеснок и перец. И больше никаких, я извиняюсь, посторонних примесей в нашей продукции нет. Поэтому, наверное, это самое главное – здоровье человека, которое мы несем. За счет этого и пользуемся спросом. В рамках еще одного проекта планируется приобретение автомобиля для доставки продуктов в деревни Винла и Порожск. Как отметил предприниматель Василий Зверев, из-за отсутствия круглогодичной дороги имеется проблема с транспортировкой в эти населенные пункты. Нужен мощный полноприводный автомобиль. Утвержденный перечень будет направлен в администрацию главы республики, где пройдет отбор народных проектов, соответствующих критериям. После собрания бизнесмены встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александром Рассохиным. Он приехал в Сосногорск, чтобы выслушать их вопросы и донести полезную информацию. Была причина в том числе рассказать, потому что многие не знают, и попросить наших коллег из моего бизнеса рассказать о тех мерах государственной поддержки, которые в Республике Коми существуют на данный момент. Сразу хочу сказать, что они не самые худшие. И я бы даже отметил, что у нас перечень и качество мер региональной поддержки, возможно, даже стоят в топе по стране. Другое дело, что немногие знают, что это такое, как с этим работать. Вот для этого мы предлагаем обращаться к нашим коллегам. Представители «Мой бизнес Коми» участвовали во встрече по видеосвязи. Они рассказали о мерах господдержки. Также на собрании присутствовали замруководителя УФНС России по Республике Коми Ольга Дмитриенко и помощник прокурора Сосногорска Константин Клемешев. Предприниматели смогли задать все интересующие вопросы. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорская ЦРБ призывает жителей не игнорировать профилактические прививки, особенно у детей раннего возраста. Ведь вакцина – самый действенный способ защитить организм человека от опасных инфекций, не поддающихся лечению. Вакцина активирует естественные защитные механизмы, не вызывая при этом заболевания. Вакцины нужны, чтобы защитить нас от опасных инфекционных заболеваний, многих из которых могут привести к инвалидности или даже смерти ребенка. Встреча с опасной инфекцией – это всегда риск заболевания и серьезных последствий. Вакцинация направлена на формирование приобретенного иммунитета, создание защиты против инфекций без необходимости болеть. Простыми словами, вакцина знакомит защитную систему организма с инфекцией и помогает выработать иммунитет для борьбы с настоящим возбудителем болезни. В некоторых ситуациях необходима ревакцинация. При введении вакцины иммунная система атакует безвредную форму бактерий или вирусов из вакцины естественным путем. На 5-7 день после введения вакцины вырабатываются специальные белки иммунной системы, антитела против введенных антигенов. При этом иммунная система создает клетки памяти, которые запоминают, как сражаться с конкретным патогеном. И тоже вырабатывают антитела. Врачи Сосногорской ЦРБ настоятельно рекомендуют жителям не пренебрегать профилактическими прививками, ведь любое заболевание проще предупредить, чем лечить. Прокуратурой города Сосногорска на постоянной основе проводится работа по восстановлению нарушенных прав граждан. Защита прав инвалидов – одно из приоритетных направлений. Подробнее по теме расскажет помощник прокурора Владислава Москалева. Одной из ключевых проблем в настоящее время является длительное непредоставление технических средств реабилитации. Так, действующим законодательством предусмотрено право на бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов. Конкретные технические средства реабилитации предусмотрены индивидуальной программой реабилитации.
Такую программу разрабатывают в Бюро медико-социальной экспертизы. Соответственно, для получения средств реабилитации инвалиду либо его представителю необходимо обратиться в Социальный фонд России, то есть через клиентские службы. Такое заявление возможно лично, либо почтовым отправлением, либо через МФЦ, либо посредством единого портала госуслуг. Соответственно, в случае положительного рассмотрения заявления выдается направление на обеспечение средствами реабилитации. В случае, если уже заключен государственный контракт на обеспечение конкретным видом средств реабилитации, то выдается пакет документов, включая направление на получение либо изготовление конкретного средства реабилитации. Если такого контракта нет, то по мере его заключения документы направляются в 7-дневный срок. Соответственно, срок обеспечения техническим средством реабилитации серийного производства составляет 30 дней. Если же средства реабилитации требуют индивидуального подхода с привлечением инвалида, то срок увеличивается до 60 дней. Средства реабилитации предоставляются по месту жительства инвалида. Кроме того, законодательство развивается, и в настоящий момент уже возможно получить компенсацию за самостоятельное приобретение средств реабилитации, при условии сохранения подтверждающих документов, то есть чеков, и проведения оплаты, соответственно, собственных счетов, либо возможно оплатить покупку средств реабилитации с помощью электронного сертификата, также специально оформляемого в социальном фонде. Органы прокуратуры обладают достаточной компетенцией для защиты нарушенных прав граждан, в том числе и в судебном порядке. Соответственно, граждане вправе обратиться как на личный прием, так и с письменным обращением для дальнейшего восстановления нарушенных прав. И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни будет пасмурно, температура от -4 до 0 градусов. К выходным ветер усилится, возможен мокрый снег. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Всего доброго и до встречи. Тысячи избирателей в Коми уже изменили место, где будут голосовать на выборах. Самый популярный способ смены участка через госуслуги. Голосуйте там, где удобно. Железнодорожный транспорт – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Он позволяет свободно и быстро добираться до работы и учебы, встречаться с друзьями и близкими. Протяженность железных дорог в России более 85 тысяч километров. Их инфраструктура включает в себя множество объектов – станции, мосты и тоннели. Ежедневно по железной дороге движутся тысячи поездов, которые перевозят миллионы людей, а также огромные объемы грузов. Путешествие на поезде является эффективным и экологически чистым способом добраться в любое место. Железная дорога — зона повышенной опасности. Строительство пешеходных переходов, станций и переездов осуществляется с целью обеспечения безопасности граждан. Но по-настоящему безопасной железную дорогу сможет сделать только соблюдение правил безопасности каждым пассажиром. Любой поезд, и пассажирский, и грузовой, обладает большой массой и не может остановиться мгновенно. При появлении на путях неожиданного препятствия машинисту потребуется расстояние в 10 футбольных полей, 50 пятиэтажных домов, 40 пассажирских вагонов, чтобы полностью остановить поезд. Поэтому при нахождении на железной дороге нужно быть особенно внимательным. На территории Российской Федерации насчитывается более 7 тысяч пешеходных переходов через железную дорогу — наземных, подземных и надземных. Наземные переходы оборудованы предупреждающими знаками, звуковыми сигналами или светофорами. Но, несмотря на тип перехода, при пересечении железнодорожных путей требуется особое внимание. Чтобы обезопасить себя, свою семью и друзей, чрезвычайно важно следовать правилам безопасности. Если на светофоре горит красный свет и работает звуковая сигнализация, переходить железнодорожные пути строго запрещено. Если перед вами только что прошел поезд, это еще не значит, что переход безопасен. Тут же может появиться новый состав, идущий в том же или противоположном направлении.
Переходите дорогу только на разрешающий сигнал светофора, предварительно посмотрев в обе стороны и убедившись в отсутствии на путях поезда. Иногда можно встретить переходы без светофоров и сигнализации. Это означает, что нужно быть еще более внимательным. Обязательно смотрите в обе стороны перед пересечением путей, чтобы самостоятельно убедиться в том, что путь свободен. Пожалуйста, не отвлекайтесь на телефон или музыку. Снимайте капюшон и не пользуйтесь наушниками вблизи железной дороги, чтобы не пропустить момент приближения поезда. Протяженность электрифицированных линий российских железных дорог более 44 тысяч километров. Электропоезда — современный экологически чистый вид транспорта. Для подачи электричества на железной дороге используются воздушные линии электропередач. Чтобы обеспечить высокую скорость пассажирских составов, которые весят более 500 тонн, требуется высокое напряжение, достигающее 27 тысяч вольт. Электричество является одним из главных факторов опасности на железной дороге. Его напряжение в 100 раз больше, чем то, которое используется в бытовых приборах. При таком высоком напряжении электрический ток способен передаваться по воздуху на расстоянии до 2 метров. Поэтому получить удар током можно и не прикасаясь к проводам. Важно помнить, что даже когда поблизости нет поездов, электрическое оборудование круглосуточно находится во включенном состоянии. Категорически нельзя подниматься на крышу поездов и приближаться к электрическим проводам ближе, чем на 2 метра. Если грузовой состав стоит на путях, категорически нельзя подлезать под вагоны или залезать на них. Надо воспользоваться оборудованным переходом через пути. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Будьте внимательны на железной дороге. Меры безопасности при наледи на крышах домов. Увидев наледь на крышах домов или сосульки, обратитесь в обслуживающую организацию. Специалисты обязаны очистить кровлю. Если участок тротуара огорожен сигнальной лентой, ни в коем случае не пересекайте опасную зону. Чаще всего наледь и сосульки образуются над водостоками, обходите эти места. Если вы услышали шум падающего снега или льда, то быстро прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.